Добрый день, дорогие жители Гагры, Гагрского района. Я часто слышу, что в стране стало хуже жить, что в стране все плохо. В Абхазии одной хорошо быть не может, когда кругом действительно очень серьезная ситуация. Хочу заметить, говоря о Гагре, вообще о сфере туристической деятельности, у нас в этом прошедшем, году произошло практически снижение всех наших возможностей порядка на 30-35%. Вы, те, кто работают непосредственно в сфере обслуживания, туристической деятельности, вы сами видели и ощущали на себе все эти вопросы. Но есть и другая сторона деятельности. Да, в тех объектах, где организованно по путевкам принимаются те или иные люди, действительно снизилось количество приезжающих к нам людей. А кто сказал, что стало меньше людей к нам заезжать в Абхазию? Мы просто не умеем, к сожалению, пока еще работать с теми вопросами, которые связаны с темой получения налогов. Я говорил буквально вчера в Очамчирах. Наш сегодняшний собственный бюджет составляет порядка 5 миллиардов. А мог бы быть, это без натяжек, порядка 8-10 миллиардов своих собственных возможностей. Но мы не очень хотим этого делать. И назову сейчас просто примеры. Мы не хотим, чтобы у нас был НДС. Мы не хотим, чтобы мы на границе более жестко и четко работали. Мы не хотим, чтобы граница по реке Ингур была бы реально обеспечена соответствующими инструментариями государства. Все знают прекрасно, что со стороны Грузии длительный период времени завозятся те или иные продукты, товары, но каких-либо платежей в бюджет государства не поступает. Как только начинаешь говорить о теме возможности введения этих процессов, говорят о том, что вы делаете. Зачем это нам нужно? Мы что, выстраиваем отношения с Грузией? Хотел бы спросить, а те, кто торгует, они что, имеют право на выстраивание отношений с Грузией? Почему они могут демпинговать на рынке, когда наш производственник, тот или иной, как говорится, сферой деятельности человек, занимается, предположим, той или иной деятельностью, его продукты, его товары становятся нерентабельными по отношению к тем товарам, которые завозятся из Грузии. Слушайте, наличие таможенных платежей и всех инструментариев государства – это признак состояния государства. То, что государство состоится, мы этого всего не хотим. Почему? В угоду чего мы все это делаем? Если говорить о той критике, которая звучит, мы во власти больше уже 3 лет. Я сюда приехал не для того, чтобы жаловаться, а чтобы вы знали, и вы сами, наверное, прекрасно видите, какова объективная картина всех тех процессов, которые происходили за все эти месяцы и годы. Мы хотим, чтобы у нас жить стало нашим людям лучше. Поднимались бы заработные платы, поднимались бы пенсии. И в то же время каждодневно шебуршим, каждодневно создаем ситуации митингов, противостояния. Ради чего? Начиная с первых дней нахождения во власти, вот здесь сидят представители разных силовых структур. Касается как раз таки и этой темы, которая поднималась не один раз. Вопросы взаимоотношений России и Абхазии.
Мы начали с того, что подготовили соответствующий документ, договор, и он делался не скрытно, как пытались на каком-то этапе представить эту ситуацию. Этот документ с первого дня своего появления был представлен абхазскому парламенту. Он обсуждался, над ним работали депутаты. И в конечном итоге его наиболее оптимальный вариант, приемлемый для абхазской стороны и для российской стороны, был отработан и был подписан. Я помню, как закрывали дороги для того, чтобы этот документ не был подписан и чтобы не были, как говорится, вообще какие-либо отношения с Россией. Какие манипуляции создавались. В последующем митинги за митингами, нападения на МВД, референдумы. Слушайте, мы по большому счету говорим, ради того, чтобы не было сотрясений, мы готовы слышать, говорить, но от нас требует совершенно другого. Вопросы той же темы правоохранительной системы. Всех убеждали, если будет подписан документ по поводу создания информационно-координационного центра, Абхазия лишится суверенитета. Документ подписан, мы с вами как были суверенным государством, так и остаемся. Просто мы свой суверенитет сами разрушаем, а не кто-то другой извне. Точно так же это касается и вопросов нашей безопасности, в части касающейся Министерства обороны. С каким трудом подписывались эти документы? Этого нельзя делать, этого нельзя допустить. Спрашивается, что мы хотим вообще? Зачем мы выстраиваем отношения с Россией? Ради чего мы все это делаем? Приезжают к нам инвесторы, мы их не хотим. Мы хотим только их деньги. Но человек, приехавший к нам со своими деньгами, он должен быть защищен нашими законами. Что касается бюджетных возможностей, о которых говорилось здесь и главой администрации, и вина и на нем лежит. Плохо мы спрашиваем, в первую очередь, с себя. Плохо спрашиваем с тех, кто работает под вами. И нужно спросить в первую очередь себя, а сделал ли я все для того, чтобы налоги были оплачены остальными? К сожалению, у нас очень много моментов, которые мы не учитываем. Мы, вот сейчас вот нет электричества, вы скажете, вот так, наверное, если оно и поступает к потребителю, то зачем нам его и платить? Ребята, мы имеем то, что имеем. И за электричество нужно платить. К сожалению, процент оплаты за электричество при самой низкой цене за киловатт-час у нас самая низкая оплачиваемость. По-моему, в мире такого нету. Я был недавно в Южной Осетии, там, где они не вырабатывают электроэнергию, а покупают ее у России. Тариф у них составляет порядка 2 рублей с чем-то. И они платят. Мы же получаем дешевую электроэнергию и при этом не хотим ничего оплачивать. Это касается не только частного сектора и физических лиц. Это касается и юридических лиц. Это касается вопросов оплаты налогов за землю. Да и по другим видам. Я просто приведу пример, как у нас все плохо, в кавычках. С 2009 года Абхазия получает значительные суммы финансовой помощи из России. Я вот вчера говорил в Очамчирах, потом мне пытались оппонировать, говоря о том, что никто не учитывает, мол, вопросы инфляции, соотношение курса доллара к рублю. Вы же все буквально несколько лет тому назад также имели отношение к этому процессу.
Вы все работаете, вы все соприкасаетесь с этой ситуацией. В 2009 году, 2010 году, 2011, 2012, до 2013 года включительно Абхазия получала практически ежегодно, когда как, правда, то 3 миллиарда, 4 миллиарда, до 5 миллиардов. К сожалению, эти деньги ни в коей мере не сказались на объемах роста своих собственных возможностей. Наш бюджет при тех цифрах, которые брались на этот период, до 3,5 миллиардов рублей, 3 миллиарда 200 миллионов, 3 миллиарда, ни один раз не был выполнен. А инфляция была же совершенно другой, и курсовая разница была другой тогда. Сегодня при самой достаточно серьезной ситуации с инфляцией, с достаточно высокой курсовой разницей, бюджет страны, да, с трудом, с соответствующими усилиями, с 2 миллиардов 700 миллионов, с 2 миллиардов 900 миллионов поднят до 5 миллиардов. Это наши собственные возможности. Это наши с вами деньги. Мы их заработали. И можно зарабатывать еще больше. Но у нас зачастую люди или не хотят понимать этого, или действительно вся та так называемая политическая возня больше интересует, чем реальная жизнь нашей страны. Ну, наверное, было бы уже достаточно все то, что мы с вами пережили. И в оппозиции, и во власти. Люди, вчера еще сидевшие вместе в окопах, погибали вместе. Что мы хотим? Мне вчера говорили, давайте озвучим всех тех, кто что получил, и всех, кто что имеет. Вот есть понятие налога на прибыль. Кто мешает? Давайте мы примем решение отменить налог на прибыль. Но тогда давайте вы мне, те, кто работает, честно продемонстрируйте объемы ваших возможностей, которые вы получаете. Отбирать ничего не собираемся. Но это инвестиции в ваше производство. Но никто этого тоже не хочет делать. Никто ничего не хочет показывать. Пока мы будем играть в кошки-мышки, в прятки, мы с вами государство не построим, к сожалению. И сегодняшняя наша встреча связана не с тем, чтобы кого-то просить меня поддержать, а чтобы понять, что у нас завтрашний день есть. Что завтрашний день должен быть лучше, чем сегодняшний. А завтрашний день – это наши с вами дети, которые должны понимать, куда мы их ведем. Если мы прошли войну, положили тысячи своих ребят ради того, чтобы только заниматься грызней, баша дзитапсы. Здесь в заключении вот мне написали несколько бумаг, записок по поводу Гаграбанка. Почему Гаграбанк не работает? Мы прорабатывали вопрос и с руководством Национального банка. Выработать соответствующую дорожную карту. Но надо научиться слышать друг друга. Я не за то, чтобы разваливать этот Гаграбанк. Но Гаграбанк и сам должен действовать. У нас непростая ситуация и в других сферах, касающихся банковской системы. Вы, наверное, знаете, какая ситуация была буквально некоторое время тому назад в Сбербанке. Но мы выправляем, работаем. Я надеюсь на то, что и в Гаграбанке и руководство, и все те, кто в качестве кредиторов выступали, должны понять, что другого выхода нет. Я понимаю, что вам хочется очень жестких и решительных мер. Вот как только начинаешь
проводить какие-то меры, даже маломальски значимые. У порога стоят все гуськом. Будут эти вопросы и очень жестко будут решаться. Но единственное, просил бы, тогда не ходить по кабинетам. Но не успеешь начать какие-то шаги, у твоего кабинета стоят в очереди люди. И находят объяснение тому или иному процессу. Теперь, что касается вот этой темы отсутствия света. Люди, мы немножко, как говорится, стали подзабывать. В прошлом году практически таких больших отключений не было. В этом году практически больших таких отключений нет. Почему? А потому что практически на сегодняшний день по всей Абхазии все подстанции приведены в порядок. За счет тех же российских сумм денег, которые пришли в качестве финансовой помощи. Да, наши провода, передающие линии находятся в плачевнейшем состоянии. Для того, чтобы их привести в порядок, как минимум, по всей Абхазии нужны десятки миллиардов рублей. А мы за ту же энергетику не то что миллиард, копейки собираем. Нам надо научиться работать всем вместе. И в первую очередь это касается исполнительной власти и законодательной власти. Если мы будем работать как в басне Крылова, то у нас с вами ничего не получится. Еще раз, возвращаясь к той теме, которая была, если у кого-то есть особое мнение, особые взгляды на возможность решения этих задач, то это должно решаться в рамках парламента и в рамках исполнительной власти. Если парламент примет соответствующие законы, ограничивающие вопросы, связанные с темой того же помилования, ради Бога, будем следовать тем законам, которые будут приняты. Но пока у меня есть то право, которое позволяет мне вести эту работу таким образом. Я в заключение еще раз хотел бы пожелать вам всем добра, мира и меньше злости к друг другу. К сожалению, мы перестали уважать и любить друг друга, ценить друг друга.